своем труде «Поучение детям», составленном в XII веке князем Владимиром, записано: «Не забывайте бедных, кормите их, будьте отцами сирот, не оставляйте больных, чтите старых людей, как отцов». Благотворительные традиции, заложенные князем, получили дальнейшее развитие в лице государственных и общественных деятелей. Система социальной защиты в Якутской области развивалась параллельно с системой социальной защиты в России, пик которой пришелся на начало столетия. В 1918 году Совнарком положил начало созданию государственной системы социального обеспечения в постреволюционной России. Через 2 года организовали губернский отдел труда и социального обеспечения. В 1947 году на территории Якутии начало работу Министерство социального обеспечения Якутской АССР. В 90-е годы министерство стало именоваться Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Якутии, позже Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. В 1993 году был создан Департамент пенсионной службы Якутии. Сегодня социальная служба Якутии представлена федеральными и республиканскими учреждениями. Они занимаются работой со следующими категориями населения: люди с инвалидностью, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, сироты, несовершеннолетние, работающие и безработные, пенсионеры и многие другие. В состав социальной службы России на территории Якутии входят Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия, Пенсионный фонд России, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, Государственный комитет Республики Саха-Якутия по занятости населения, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия. В структуре социальной службы России на территории Якутии работают около 6500 человек, обслуживающих все население от рождения до глубокой старости. В настоящее время продолжают реализовываться заложенные работы первооснователей социальной службы в России, и продолжается работа над формированием новых направлений и моделей, опережающих социальное развитие. Как озвучил в своем послании президент России Владимир Путин, мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за 6 лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Правительство готовит специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения и повышает качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Спустя 9 веков труд «Поучение детям» киевского князя Владимира до сих пор является главным принципом работы социальной службы России, ставшим отправной точкой становления социальной службы в России.